Глава 7. Полковник Бутин. В недавнем прошлом большой туз среди купечества, а ныне полковник Белой армии Андрей Павлович Бутин явился на новое свое поприще не по склонности к полководчеству, а по самой крайней нужде. Настало время, когда удержать и взрастить капитал можно было не выжиманием пота, не умением душить и облапошивать конкурентов, а силой оружия. Не задавить революцию значило для него отправиться с умой по миру. В лучшем случае. С привычками вальяжного сибарита он не расстался и в лишениях войны. Лишение это для других, не для него. Веренными ему солдатами и низшими офицерскими чинами он командовал из виллы на берегу озера Аляты. Здесь царило привычное для него благоденствие. В мягком халате и в комнатных туфлях полковник сидел у окна и ел гуся. В окно видна была безмятежная гладь озера. Эта гладь и тишь вокруг хорошо способствовали пищеварению и вместе с тем навевали томную элегическую грусть. Полковник грустил о недавнем прошлом, когда жизнь еще покоилась на устоях, а не вязла в зыбкой трясине. Дед его был купцом первой гильдии, что значило иметь капиталу не менее 50 тысяч рублей золотом. Деда он помнил плохо. От него остался диплом в папке, обшитой бархатом. Там затейливыми буквами записаны были все его прямые родственники, и в их числе Андрей Бутин, тогда еще малец. За окном вдали синели недоступные горы, а вблизи на припорошенной снегом дороге вполне доступные лишь вестовому в колокольчик позвонить, едва держались на ногах друг перед другом двое пьяных мужиков и горланили славное море священный Байкал. Скоты. Забрить их в армию. Не забыть бы распорядиться. Песню эту Бутин не выносил. На всех, из чьих бы уст она ему не слышалась, он с радостью надел бы кандалы и упек бы в каторгу, туда, откуда выползла эта песня. Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Погодите, опять будет вам страшный Нерчинск. Нерчинск, благословенный край. Уже в третьем поколении Бутиных старшие братья Андрея Павловича воздвигли там дивной красы дворец. Поставленный на высоком месте, он виден был издали на 10 верст. Неслыханным для этих гиблых мест было и внутреннее убранство дворца. Цветные витражи дробили солнечный свет во весь спектр, со всеми переливами. Пятна преображенного света сказочно переливались на зеркальном узорчатом паркете, по иранским и персидским коврам, по атласу, по плису и бархату диванов, кресел, гардин, по лимонным деревьям, пальмам и редкостным цветам в оранжерее. А после захода солнца хрустальные люстры и золоченые канделябры высвечивали редчайший китайский фарфор, картины мастеров фламандской школы и портреты Бутиных кисти Маковского. Однако такое великолепие, редкостное само по себе, в глазах высоких вельмож расценивалось бы как простое подражание. Обычное купеческое тщеславие, не будь в том дворце ошеломляющей величины зеркала. Во всю стену парадного зала оно удваивало этот зал со всем его роскошеством и производило действие чуда. Такого зеркала не было нигде в мире. Изготовленное итальянскими мастерами, оно появилось на всемирной выставке в Париже и всех ошеломило величиной, а уж следом затем ценой. Пестрая публика, боясь приблизиться к диву, стояла зачарованная на почтительном удалении, когда из толпы вышел бородач в странной, неевропейской одежде и пожелал рассмотреть себя самого поближе. То был один из Бутиных. Непосредственностью своей волосатый дикарь позабавил публику и тут же ее сразил. Он купил это зеркало, не торгуясь. Уязвленные толстосумы зароптали, зашептались. Что за человек? Откуда? Азиат, не азиат? Нерчинск? Что такое Нерчинск? Где это? В какой части света? Редкостная покупка через 2 океана прибыла в устье Амура.
Здесь для нее соорудили специальную баржу, доставили к месту, и вот теперь дороже дворца самого, гордость и слава рода Бутиных, то диво зеркало влечет к себе, восхищает, во сне снится многим. Еще при жизни Александра III его наследник Николай, совершая кругосветное путешествие, остановился на отдых не где-нибудь, а во дворце у Бутиных. Рассказывают, американский путешественник Кеннон, войдя в этот дворец, остановился и долго стоял пораженный. И мнит полковник не уцелеть богатству. Как не истребляй эту красную саранчу, как не жги, трави, лезет из всех щелей. Уж на что лют атаман Семенов, верилось, никто не отважится встать ему поперек. А и тот, говорят, из одной западни в другую, из петель ловушек не вылазит. По всей Даурии теснит его какой-то лозо, молдаванин будто бы, из молодых до ранней. Плебеи, что они учинят в том дворце? Разграбят, а то и вовсе сожгут. Варвары злобные, черным черна их зависть, не пощадят. Совсем ты хмурый нынче. Кроткая, как голубка, молча сидела за столом напротив, отрада его души. Лебединая шея, очи, как звезды в зимнюю ночь, легкий халатик с кружевными оборками на груди. Выпей коньяку. Рука с золоченой рюмкой ему протянутой, круглое плечико, девичья грудь. Не из-под курицы птичка была. Мария Михайловна Абрикосова взращена на теплых ладонях батюшки своего, бывшего подрядчика Транссибирской железной дороги, а ныне одного из хозяев черемховских угольных шахт. Бутин знал, на кормилице дорожки той, на железной, подрядчик Кноры за счет недоплаты рабочим хапнул 7 миллионов. Берзин — 5, Бонда, Сидоров и другие — по 3 миллиона рублей. Папаша красавицы Михаил Абрикосов, если не дотянул до соперников, то вряд ли намного. На теперешних копиях своих в Черемхове с лихвой наверстает шельма. Хапуга, что и говорить, живоглот. Но дочка, при чем она, этот ангел? В ее милой головке ни тени помыслов родителя. Она поди не ведает ничего. Мария Михайловна ела компот. Золоченой ложкой из хрустального стакана она доставала ягодку, подносила ее к губам, спелым и сочным, затем косточку аккуратненько в ту же ложечку и движением, исполненным грацией, роняла в блюдце. В душе полковника что-то привычно сместилось. В крови явилось брожение. В глазах запрыгали бесенята. Он вытер губы и руки салфеткой, отодвинул от себя блюдо с недоеденным гусем и выпил поданную ему рюмку. «Поди сюда». Она села полковнику на колени. Тот шутливо пощекотал ее усами, поцеловал сладкие от компота уста, огладил теплые бедра возлюбленной, пока еще сдерживая черта внутри себя. Как вдруг, проще говоря, в дверь постучали. «Войдите!» — рявкнул полковник. Да так, что Мария Михайловна с испугом мячиком спрыгнула и отскочила. Вошел караульный начальник. «Его благородие господин Сорокин, к вашему благородию». Он бы еще на рассвете явился, невежа. Через 10 минут проси в кабинет. Слушаюсь, господин полковник. Мундиры из желтого с красным отливом английского сукна, золотые погоны, аксельбант. Все было к лицу полковнику Бутину. В меру упитан, он не грузин был, а солиден. Сидеющая голова его походила на львиную, щеки были украшены бакенбардами. Если добавить к тому же, что полковник не праздно сидел, а с лупой в руке изучал по карте театр военных действий, то перед вошедшим был стратег. «Здравия желаю, господин полковник». Поглощенный занятием своим, тот не расслышал. Гость в смущении переступил с ноги на ногу. Противоположность полковнику, он был тонконог, руки плети беспорядочно болтались, как плохо приделанные, не свои, будто бы лишние. Голова его была треугольная, как треугольная шляпа,
только макушкой вниз. Волосы длинные не по-мужски, а по-женски были расчесаны на прямой пробор. Он был похож на пономаря. «Здравия желаю, господин полковник». «А, это ты? Какие новости?» «Сесть не предлагает, мурло спесивое», — подумал Сорокин, и нервное лицо его исказилось. «Новости в земле сокрыты, господин полковник», — велеречиво заговорил он. «Не всякому слышно, а приложишь ухо, доносится что-то, гул доносится». «Гул? Какой гул?» С полковника сошла его маска. Лицо его стало голым, никаким выражением не прикрытое. «Какой гул?» С подкупающим простодушием спросил он снова, против своей воли, глядя прямо в немигающие и круглые, как у птицы, глаза Сорокина. «Страшный гул идет. Прислушайтесь». Сам, будто бы прислушиваясь тоже, Сорокин склонил голову и сделал шаг к собеседнику. «Ближе». Еще один шаг. «Ближе». И еще один шаг. «Ближе». Подошел к столу. «Взрыв! Вдребезги все! Гибель Помпеи!» Полковник непроизвольно отпрянул назад, но тут же взял себя в руки. «Я солдат, господин Сорокин». Бутин перенял у кого-то и как собственное любил это выражение «я солдат». «Попрошу без туману, без этого вашего юродства». Но было поздно уже, инициативу он упустил. Сорокин фамильярно взял папиросу из его же полковникова портсигара, щелкнул его же полковниковой зажигалкой, пустил колечком дым, без всякого приглашения уселся в кресло напротив. Бутин, глядя на него, озадаченно моргал. «По заводам, по мастерским, по селам, по казармам ваших войск распространяются листовки большевиков. Прекратите, Сорокин, делать мне выговор. Или вас генералом назначили?» «Совесть меня назначила. Патриотом России она меня назначила. А вот вы...» И Сорокин с презрением оглядел богатое убранство кабинета. «Не видел никаких листовок. А они здесь. Они и у ваших солдат. Может быть, даже у Верзилы, который за дверью стоит, покой ваш хранит. Приведите мне того, кто эти бумажки пишет, кто их печатает, разносит, читает. Не смешите, полковник. Дабы избавиться от блох, поймайте каждую и посыпьте ее табаком. Ха-ха-ха. Еще раз, без юродства. В конце концов, воюют не бумажками. Неизвестно, куда уплывает такое оружие, осмелюсь доложить. То самое, которое в обмен на золото у союзников. Еще одно слово, и вас отсюда вышвырнут. Я не сыщик, не полицмейстер. Я солдат». Произнеся свое заклинание, полковник преисполнился достоинства, и это его успокоило. «В конце беседы на закуску у меня есть для вас небольшой сюрприз, а пока о деле. Не сбросишь со счетов, что большевики дерутся как черти. Их вера в свой марксизм непонятна, но отмахиваться от этого, делать то, что делает страус, прятать голову под крыло. Поэтому я говорю, не исключено, что они победят. Думайте, что говорите, Сорокин». «Я-то думаю. И что же? Допустим, они победят». «Думайте, что говорите, полковник. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Лучше на свинью шляпу надеть и провозгласить ее правительницей. Свинья в ермолке нам предпочтительнее петли. Поймите же вы, сытый барин, до какой пропасти телега наша докатилась». «Улавливаю. Более того, убежден, что вы хотите предложить сделку. Какую же?» «Почему же уверены?» «А потому, Сорокин, что ваша партия...» «Кто вы там? эсер, меньшевик, анархист? Черт вас разберет. В темноте все кошки серые. Одним словом, все вы большие любители ловить рыбку в мутной воде. Чуть где запахло жареным, вы тут как тут портфельчик ухватить потолще, ага, в будущем правительстве.
Побойтесь Бога, Андрей Павлович. Что такое вы говорите? Вы судите о нашей партии по прошлым ошибкам. А между тем... Что же, лучше она теперь? Не будем об этом. Сейчас не об этом. Разве это пустяк? Мы, эсеры, не помешали взять власть Колчаку. Но кадеты, эти хлыщи... Не они, так, может быть, не было бы такой зверской диктатуры. Народ от нас отвернулся, а коли так, ни штыком, ни пулей обратно ее не повернешь. Чертям эти драчки. Плевал я на ваши междоусобицы, мелкота. Воля ваша, полковник Бутин, миллионщик. Не забудьте, однако, мы с вами одной веревочкой связаны. Не разрезал бы кто эту веревку на галстуке нам. Тогда уж поздно будет. В конце концов, перед угрозой большевизма нам с вами решительно все равно, какое принять устройство. Свободная демократия, провозглашенная в Омске, диктатура чья угодно, монархия чья угодно. И все же, если бы к власти пришла наша партия, портфель военного министра был бы только ваш. Сделка. Так и есть. Едва не сорвалось с языка у Бутина. Сдержался, однако. Военный министр — предложения не шутейные. И как вы себе это мыслите? Переворот. Большевики в Иркутске готовят восстание. Быть начеку и как только подымут голову, задушить. Тогда, опираясь на ваше оружие, наша партия создаст свой политцентр. Меньшевиков привлечем тоже. Эти говоруны подбросят конфетку народу. Они умеют. Интеллигенты, националисты, анархисты — всех привлечем. Рабочие тоже пестрый лед. Не все за большевиками потянутся, если придушим их. Но готовиться надо уже сейчас, сегодня. Наступила обычная в таких случаях неловкая пауза, когда все изложено с предельной ясностью, когда спорить нет повода, но и соглашаться как бы еще нельзя. «Сюрприз», — напомнил Бутин. «Что еще за сюрприз?» «На закуску». «Пустяки, Андрей Павлович», — сгоряча брякнул. «А все же...» По пути Анюку воин одного догнал. Драпал откуда-то. В дрожке его прихватил. «Он здесь?» Полковник звякнул колокольчиком. Караульный из-за двери тотчас явился. «Что за герой там? Ввести!» Беглец без фуражки, в кальсонах, укутанный шалью с бахромой, поджимал босые ноги, красные, как у гуся, и дрожал всем телом. От холода, от страха, от позора. То был унтер-офицер, на счету которого награбленного рогатого скота было 18 голов, лошадей 13 и 21 свинья. Вид его был настолько жалок, что Бутин прикрыл глаза ладонью. «Кто таков? Откуда?» «Инга, ваш бродь, село такое, будь оно проклято. Ночью, как эти самые черти, как эти самые упыри, как эти самые...» Из бессвязной и путанной речи беглеца с трудом прояснилось, что минувшей ночью на село Ингу напали партизаны Каландаришвили. Темная сила нагрянула, как смерч. Не все дома, а только те, где были расквартированы солдаты, были атакованы. Беглец едва ноги унес, а что с другими, ему неведомо. «Грузин!» — осенило Бутина. «Бородач!» Долго я его ждал. Перевалил-таки через Саяны, сволочь. Поймалась птичка. «Ваш бродь, не найдется ли чего? Чайку бы!» Закалел. Бутин из тумбы стола достал бутылку, стакан, налил несчастному коньяку. Тот выпил жадно, закусил усами. «Премного благодарен. Не судите, ваш бродь, что уж вышло так. Снег на голову. Куда деваться? Молчи, скотина. Вон отсюда, курица мокрая. Смотреть на тебя мерзостно». Боком унтер заковылял и скрылся. Нежненько прикрыл дверь за собою. Сорокин исказил лицо в улыбке. «Каландаришвили. Это он, сомнений никаких. Вы, Сорокин, посидите тут». «Сижу, Андрей Павлович».
и та же улыбка. Бутин вышел из кабинета. Вот шинель, вот маузер, вот папаха. Надо бы еще прихватить с собой нож, на всякий случай. «Случилось что-нибудь?» — припорхнула Мария Михайловна. «Я тебя не отпущу». «Нож мне дай». «Зачем?» «А черт его знает, зачем». Морозный рассвет, нехотя, как бы с усилием, поднимался над лесом. Над селом Минга прямыми столбами стояли дымы. «Рано встают», — думал Бутин. Он сидел в параконной кошевке, с макушки до пят укутанный в волчью даху. Какая у них забота? Ни жатва, ни сенокос, зима. Ему думалось, бородач со света намерен тронуться, хлебы пекут для орды его. Что ж, пеките. Отборная рать в 1000 штыков при 4 пулеметах входила в село кольцом. Бутин с пригорка в бинокль, наблюдая операцию, был доволен. Все шло по плану. Он увидел, бабы с бодейками на коромыслах двинулись за водой. Обычные суды-пересуды у колодца. Но где же орда? Ни коней, ни мужчин. Перепились, что ли, с вечера? Голов не поднять. Равномерно все по задуманному солдаты сжимали кольцо. Уже между домами по огородам, вот уже и площадь перед церковью, и управой, все ключевые точки заняты. Бутин протянул руку и толкнул ездового в спину. «Гони!» «Ура!» — подхватил ездовой, прикрываясь от комьев снега, которые швыряли ему в лицо 4 пары лошадиных копыт. В снежном облаке кошевка круто развернулась на площади перед управой. Сытые кони нетерпеливо взмахивали хвостами и рыли снег. Кошевку окружили офицеры. «Село пустое, господин полковник». «Как это может быть?» — не поверил Бутин. «Не пустое, господин полковник, жители имеются». «Пустое, не пустое. А колесицу несете, поручик?» «Никак нет, господин полковник. Партизаны ночью ушли». «Куда?» «Туда». И показал неопределенно в никуда. Жители говорят. «Собрать всех». Ярость кипела в нем. Он готов был сжечь село, расстрелять от мала до велика всех без разбору. Но кривая усмешка Сорокина опять ему вспомнилась, и он укротил себя. Если со дня на день случится переворот, вспомнится ему эта расправа. Этот Пономарь длиннорукий прав кое в чем. Жестокость сверх меры сейчас не туда стреляет. Уже в который раз за последние дни согнанные бабы и старики испуганно жались друг к другу на площади. «Куда ушел бородач?» — вопросил Бутин, никому в отдельности не обращаясь. «Туда, туда, туда!» — замахали все, указывая в разные стороны. Бутин с презрением оглядел толпу и, дабы не сорваться на крик, повернулся к ней спиной. Недавний беглец-унтер, обмундированный уже по форме, козырнул, подойдя. «В чернушках он, господин полковник. Я узнал. Верст 20 отсюда». Отступиться было нельзя. Нужно было настигнуть его как можно скорее, ибо не ровен час грянет переворот, и на том огне погреет руки кто угодно, только не он, не Бутин. Марш на Чернушке длился весь день без привалов. 20 верст обернулись 30 с гаком. Обоз позади растянулся и безнадежно отстал. Повторился тот же маневр окружения, но повторился и результат. Да, красные были в селе, но ушли. В этот раз не пришлось выяснять, куда они скрылись. Местные богатеи, окружив кошевку полковника, дружно указали ему на юго-восток, туда, где на расстоянии одного перехода в верстах в 30 находилось село Шабарта. Покормили лошадей, дождались отставший обоз и в полночь тронулись дальше. Бутин места себе не находил, но трезвый расчет диктовал ему: напал на след противника, настигни его и разбей.
Так началась и длилась несколько суток эта изнурительная погоня за призраком. Во всей Голуменской волости не осталось, пожалуй, села, где бы ни побывали преследователи. Но везде, как в насмешку, одно и то же. Были, но ушли. Изнуренные солдаты едва держались в седлах. Они уже спали на ходу. Ни кормленные, ни поенные кони уже не слушались ни шпор, ни нагаек. Сам полковник дремал в своей дахе, но стремление его было только вперед. Он не мог допустить, что усталость рано или поздно не навалится тяжестью и на противника. После такого невообразимого перехода через Саяны трехжильные они, что ли, собачьи отродье. А между тем в тайге у речки Белой войско Каландришвили больше недели стояло лагерем. Отдохнувшие и хорошо накормленные кони уже нетерпеливо били копытами. Обозники чинили оружие, нашивали новые заплаты на старые, дымили самокрутками после сытной еды и состязались в острословии. Ускользающим призраком был Кура-Магомед во главе сотни отчаянных конников. С фальшивой бородой, зато в настоящей белой папахе и с неподдельным кавказским акцентом он был так похож на Каландришвили, что его же бойцы дивились. Миссия отряда состояла в том, чтобы побывать как можно в большем количестве сел и провозгласить там советскую власть. Маневр агитационный и вместе с тем отвлекающий. В каждом селе Кура-Магомед принародно вывешивал красный флаг где-нибудь повыше, произносил одну и ту же речь о неистребимой власти народа и уходил с отрядом дальше. Неудивительно, что при такой подвижности настигнуть его было нелегко. А слава и того быстрее на крыльях неслась впереди него. Светом надежды озарялись сердца измученных и ограбленных. От страха возмездия вбирали головы в плечи каратели, грабители, их пособники. Бутин, идя следом, приказывал срывать флаги и отдавать их солдатам на портянке. Но это уже ничего не меняло, надежда жила. В одном месте полковник собственноручно сорвал флаг и бросил его какому-то мужику. «Разорви и в корм свиньям». «Спасибо, ваше благородие. Осмелюсь спросить, съевший красная свинья не станет ли красной?» Бутин не понял вопроса, а старик стоял перед ним с красным полотнищем через плечо и с притворным смирением дожидался ответа на свой вопрос. Один глаз его был затуманен бельмом, а зато другой горел, как у лихорадочного. Рот кривился в усмешке. Тут только дошло до Бутина. Старик издевался над ним. Ярость в очередной раз, как жар, охватила полковника, и он не сдержался, не пожелал сдержаться. Уж слишком оскорбительно в собственных его глазах была эта изнурительная погоня. От удара плетью старик защитился рукой. Другой удар, еще более яростный, пришелся наискось по щеке и лбу. Показалась кровь. Дерзкий насмешник прикрыл лицо сухими, со вздутыми жилами руками. Но и в этот момент между пальцами жутко глядел на полковника его дикий глаз. Проклятый старик из ума не шел. Колонна преследователей на версту растянулась вдоль речки Белой. Полковник сидел в кошевке, зверь зверем в своей волчьей дахе, а мысли его были смутны, зыбкие и тревожны. Или знал, что да не сказал тот ехидный старик. Жаль, запоздало явилась Бутину эта догадка. Уж он бы того старика... Ура! Удар пришелся с фланга справа. Конники с шашками наголо явились как из-под земли. Не со стороны леса, а на открытом пространстве, там, где заяц и то виден за версту. Сотня или около того во главе с бородачом в белой папахе неслась неотвратимо прямо на него, прямо на Бутина. Он, сволочь, вскользь подумалось. «Лево давай, в лес!» — крикнул он ездовому, хотя ясно было и без того, что только влево, в лес, к реке, другой дороги нет. По извилистой тропе кошевка юркнула в чащу.
Бутин выхватил маузер и выстрелил в 3 преследователей, увязавшихся за ним. Один из них в тот же миг после выстрела кувыркнулся с коня. Нечаянная удача обрадовала Бутина. Еще выстрел и опять удача. 3-й всадник вскинул винтовку. Выстрела Бутин не слышал, но сильно ударило в плечо. Боль пронзила его всего. С острым, мстительным чувством он обернулся еще раз и не увидел 3-го. Кто ж его сбил? Ах, вон что! Спешился, склонился над раненым дружком. Теперь только дёру. «Гони!» «Так некуда! На тот берег! Лед тонкий! Гони, тебе говорят!» Неокрепший лед гнулся под кошевкой, как туго натянутое полотно. Кони, чуя беду, в страхе храпели, но мчались вперед, подгоняемые нагайкой и криками ездового. Совсем недалекий и столь желанный берег был уже на расстоянии 2-3 прыжков, когда лед треснул. К счастью, было уже не глубоко. Кони стояли на твердом грунте по брюху в воде. Кошевка огрузла, но держалась на плаву. Но, дьяволы!» — хлестал нагайкой ездовой. Кони, испуганные ледяной водой, будто оцепенели. Преодолевая адскую боль в плече, Бутин снял доху, попытался добросить ее до берега, но не добросил. Волчья шкура развернулась на лету и легла на ближнюю льдину. Ездовой делать нечего, перекрестился и вошел в воду. Пока он тянул коней под узцы, Бутину в несколько прыжков с льдины на льдину удалось достичь берега. Черпнул воды в сапоги, не обошлось без того, но это уже не беда. Жаль, вот только доха уплыла, теперь уж не достать. Он спрятался за ближайшую ель передохнуть, оглядеться. Отставший 3-й преследователь появился на том берегу. «Эй, чалдон!» — крикнул он оттуда. «Барин твой где?» Ездовой огляделся и только сейчас обнаружил, что полковника нет в кошевке. В полыне медленно кружится на льдине его доха. «Ах ты, мать честная!» — схватился он за голову. «Да неужто? Не сносить головы теперь!» И в ответ на крик с того берега потерянно развел руками. «Утонул, что ли? Ну и черт с ним, туда ему и дорога». «Хорошо», — думал Бутин, карабкаясь по валунам вверх по берегу. «Пусть думают, утонул. С того света вернусь, покажу вам, сволочам, почем дюжина гребешков. Ах, проклятие! Что же оно так адски болит? Куда же меня угораздило? Похоже, кость затронута. Помоги, Господи!» С противоположного берега доносилась яростная перестрелка. Чем кончится бой, это Бутина уже не заботило. Мысль его была лишь укрыться бы где понадежней и глянуть хоть сбоку, хоть краем глаза, что такое у него с плечом. Через час с лишним отборная 1000 полковника Бутина была развеяна, захвачены все 4 пулемета, отбит обоз. Сам же военачальник стоял в это время на краю поляны и вглядывался в крохотную избушку зимовьем. Из трубы шел дым. Кто там? Войти или выждать? Но ждать уже не было мочи. Боль в плече, вода хлюпает в сапогах. Мороз до костей пробирает. Будь что будет. В зимовке жил старик-горбун, тайный осведомитель. Недавно он выдал белым 30 местных партизан, укрывавшихся в тайге поблизости, и сейчас готовил себе угощение. Чайник уже кипел. На чугунной сковороде аппетитно шкварчали куски молодой свинины. Предвкушение трапезы усиливало аппетит, поэтому Бутин был тому горбуну совсем не кстати. Кто-то дернул снаружи дверь, запертую на крючок. Старик насторожился. С проворностью, неожиданной в нем, горбун поднял тюфяк на кровати, достал наган, сунул его в карман, а карабин пододвинул ближе к краю и вновь накрыл тюфяком. Стук не повторился. Тогда горбун глянул в окошко и тут же в страхе отпрянул.
Снаружи в упор на него таращила безумные глаза чья-то большая лохматая голова. Затем она скрылась, и вслед за тем послышался уверенный, требовательный стук в дверь. Старик откинул крючок и еще раз отпрянул. Вошедший полковник держал в руке маузер. «Что за мерзость? Тут что, грешников, что ли, жгут на огне?» Горбун ахнул и кинулся к жареву. Воистину, пища, неправедно добытая, много хлопот доставляет, пока дойдет до желудка. Мясо на сковороде сгорело. Бутин опустился на скамью, с отвращением вдыхая гарь, наблюдая за мышиной возней урода и изнывая от боли в плече. «Чай есть?» — спросил он. «Есть чай». «Налей-ка. И тряпку мне какую-нибудь, чистую». Чаю Горбун живо налил, а тряпка его озадачила. Он поднял крышку облезлого сундука и достал оттуда женский чулок. «Супруга моя, царство небесное, только разок надела и померла. Предсказал бы кто Путину, что ему когда-либо придется искать помощи и приюта у такой образины, выгнал бы в шею того предсказателя. Помоги мне». Только сейчас Горбун догадался, непрошенный гость ранен. Узловатые, кривые и грязные пальцы его дрожали, когда он расстегивал и снимал с полковника мундир. «Рубаху тоже. Посмотри, что там у меня». Рана испугала Горбуна. «Нет, этого я не умею». «Будешь уметь, заставлю. Там пуля у меня застряла, я чувствую. Видна или нет?» «Ничего не вижу. Я боюсь. Нож мне дай». Горбун боком уковылял к печке и вернулся с закопченным и сальным тесаком. Здоровой рукой Бутин брезгливо взял его двумя пальцами и отшвырнул в угол. «Вот тут у меня в кармане. Достань-ка». Горбун с опаской запустил руку в карман полковника и извлек оттуда финский нож в серебряной оправе с ручкой из слоновой кости. У Горбуна отвалилась челюсть. Такой красоты вещицы он еще не видывал. «Этим ножом достань пулю. Да не дрожи ты, скотина!» Горбун отскочил. Не укокошить ли ему самому офицера этого? Наган в кармане. Но душа его для такого действия была слишком рабской. Да и момент упущен. Полковник дотянулся до маузера и направил его на Горбуна. «Достань пулю, или сам получишь пулю. Не бойся, я терпеливый. Подойди, вот так. Бери нож. Кончиком пощупай. Ну, есть что?» «Есть будто. Погодь, больно? Сам же велел». «Молчи». «Эван, да, выпало. Погодь еще. Лучину засвечу». Закатилась малявочка. Тали? Вот она. Рубаху разорви». «Как же такое, господское исподнее? Не осмелюсь я. Тонкое полотно». «Делай, что приказано. Ну, проклятие, черти в глазах. Разорвал? Что же, коли так? Теперь чаем смочи, вытри, завяжи потуже. Если слягу, если что, Мария Михайловна, запомни. Кто же так вяжет? Туже, сказано тебе, туже». «Ну, усё теперь. Чё еще?» «Молчи, урод. Вот что теперь». Бутин лег на тюфяк здоровым боком. Горбун, сидя в отдалении, с опаской глядел на него. Не приведи Господь, учует карабин под тюфяком. Но тот, как видно, ничего не чуял, кроме адской боли, и лежал в ожидании, утихнет ли. Утихло будто бы. У дикарей таежных чай, не чай, травы какие-то, черт их разберет. Вкусу нет, а сила целебная. «Тут живешь?» — спросил Бутин. «Живу». «Лошадь, сани есть?»
За новостями пешком хожу. Новостями интересуешься? Как же иначе? Служу вам как-никак. Ну-ка, ну-ка. Слежу, кто с чем, зачем в тайгу идет. Недавно 30 мужиков передал, кому след. Партизаны. Слыхали, небось? Баранчук моя фамилия. Ничего про это Бутин и слыхом не слыхивал. Однако сообразил. Урод, полезная скотина. Надо к нему приладиться. Слышал, как же? Баранчук, говоришь? Помню. Награду мою получил? 3 империала. Царские золотые червонцы. 3. Получил? Помилуй бог. В глаза не видел. Дали поросенка, да и тот наполовину сгорел. Не в укор вашей милости. Взыщу. Присвоили награду твою. Вот поправлюсь. Лошадь нужна мне. И сани. Верхом не смогу. Я схожу, воссиял Баранчук. Будет лошадь. Будут сани. 3 золотых. Дай-ка мне чаю твоего. А не болтнешь? Обижаете, ваша милость. Баранчук. Все знают, кто таков Баранчук. Сапоги сними, вода в них. Долго ли ходить будешь? Дрова есть? Не подфартило вашей милости. Сапоги хром чистый. У печки не суши, пожухнут. Баранчук улыбнулся. Улыбка его обнажила нечто тайное, заскорузлое и настолько усохшее в нем, что лучше погибло бы все это, чем отразиться столь криво, столь жалко. Тут под вами карабин, 2 обоймы, а чаек вот он. На крючок запритесь, до вечера обернусь. На лыжах я резвый. Господи, помоги мне, молился Бутин, оставшись один. Господи, вразуми. А сам в то же время ощупывал. Сбоку под тюфяком и вправду лежал карабин. Бутин поднялся, преодолевая отвращение, отхлебнул чаю из грязной чашки. И тут на глаза ему попалась пуля, вынутая из его раны. Она лежала на скамье. Бутин глазом знатока рассмотрел эту реликвию. А ведь самодельная пулька-то. В тигельке или в плошке отлитая. Вон чем они стреляют. Разве пуля из доброго фирменного патрона, из патентованной заграничной винтовки могла бы застрять, пройдя лишь сквозь волчью дохода мундир? Голодранцы. Дикари. В чем они дальше ушли от этого горбуна? И свет надежды опять осветил Бутина. Но все же не к добру явился к нему тогда тот криворотый эсер с беглецом Унтером. Как вышибли они Бутина из тихого пристанища на озере Аляты, как ринулся он в погоню за бородатым грузином, так и гоняется по сию пору. Легковерный простак. Зачем он поверил болтовне того краснобая? Переворот, захват власти, портфель военного министра? Вспомнить стыдно. Не до жиру, быть бы живу, не изловить, истребить, так хотя бы уследить за этим бородатым бесом в белой папахе. Настал март 1919 года. Голодные и оборванные, обманувшие лютую зиму в беспримерном переходе через Саяны, партизаны Каландаришвили носились по тылам колчаковцев. Голова предводителя оценена была в 40 000 рублей. Но щедрая награда не столько побуждала к действиям, сколько нагоняла страху на ловчих и придавала легендарности неуловимому. В начале марта в штаб белых пришло донесение: партизаны на Амборовских рудниках. А через 2 дня они оказались в поселке Усолье, создали там подпольный ревком и вооружили боевую дружину. Иногда казалось, что вездесущий бородач за минуту пересекает неохватные пространства, или как некий дух находится одновременно в нескольких местах: и в верховьях реки Аек, и в верховье реки Урик, и в верховьях реки Ерми. Бывали случаи, когда в погонях за партизанами отряды белых вступали в перестрелку друг с другом.
Но стоило выяснить, кто есть кто, и похоронить напрасно убитых, как приходило новое известие. Из верховья реки Урик бородач будто на крыльях перелетел в низовье той же реки Урик, и здесь же, в местности Ундыгте, оставил после себя еще один подпольный ревком и еще одну вооруженную дружину. Что ни ночь, то обстрелян воинский эшелон, то повалены телеграфные столбы. В Черемхове 10 тысяч шахтеров открыто собрались на митинг. Оружие незримо накапливалось в подпольях, на чердаках, в поленницах дров, в стогах сена. Порохом запахло в Иркутской губернии. Уже не надеясь схватить врага своего, Бутин не раз думал, хоть бы взглянуть на него, человечье ли обличие у этого Каландришвили, или он черт с рогами. И случилось так, что они встретились. Эшелон подошел к станции без гудков, без огней, крадучись. Тусклый свет пристанционного фонаря непомерно увеличивал тени. В полумраке происходило что-то неясное. К часовому хвостового вагона тихо подошел кто-то. Сменить, что ли? Но почему сменяемый загадочно исчез под вагоном и не появляется? У паровоза и в середине состава повторилось такое же. Тихо, пустынно, а будто струна какая-то натянута. И все туже, чуть притронешься и лопнет. Разом треснули десятки гранат, заброшенные в окна теплушек. Разом ощерились, изрыгая огонь пулеметы. Под паровозом ахнул взрыв. При свете вспыхнувшего пожара веером в рассыпную от станции мелькнула и скрылась охрана. В служебном помещении с выбитыми стеклами окон, забившись в угол, дрожал от страха телеграфист. Вошедший Каландришвили не сразу увидел его. «Телеграммы есть?» «С соседней станции». «Давно?» «Да вы не бойтесь, все уже кончено». «С полчаса». «А что кончено?» «Вот она». «Полковнику продай воде, усилить охрану эшелона. Возможно, диверсия. Полковник Бутин». «Передайте на соседнюю станцию». «Успокойтесь вы, наконец. Диктую. Полковнику Бутину. Приготовьте объявленный 40 тысяч. Каландришвили захвачен. Будет доставлен вам через 3 часа. Полковник, продай вода». Легко представить, какое впечатление произвела на Бутина эта телеграмма. Верить ли? Обнадеживало то, что свою телеграмму «Продай воде» он послал недавно. Часа еще не прошло. Значит, верно было его Бутина подозрение. Значит, вовремя было его предостережение. И вот результат. 3 часа ожидания показалось Бутину смертным томлением. Стрелки его часов, Павел Буре, будто уснули. Как ни глянешь, прошла минута 2, а то и меньше. И все же, сколь не томись, ожидаемое является вдруг как бы неожиданно. Дверь распахнулась, и в станционную дежурку легко вошел некто в медвежьей шапке, в шинели с погонами полковника, шерстяным башлыком за плечами и с биноклем на груди. Окладистая борода скрадывала его возраст, но видно было, он моложе, чем выглядит. За ним с той же стремительностью вошли казаки, числом не менее 20. Войдя, они остановились вдоль стен этого непросторного помещения, но не строем, а окружив полукольцом офицеров, коротавших часы ожидания вместе с Бутиным. «Господин, продай вода, как я понял?» «Садитесь, полковник». «Разве дежурный офицер вас не встретил?» «Ваша наружная охрана сложила оружие». Наступила пауза вроде той, какая описана в конце «Ревизора» Гоголя. Немая сцена. Кто в какой позе застигнут был ошеломляющей новостью, в ней же и застыл. «Кура, Магомед, побеседуйте с господами офицерами». «Слушаюсь». «А с вами, Андрей Павлович, мы побеседуем отдельно. Есть тут у вас другое какое-нибудь помещение?» «Да, конечно. Прошу сюда». «Благодарю. Но сначала оружие на стол. Будьте благоразумны, полковник.
и внушите это же вашим подчиненным. Сопротивление бесполезно. Бутин выложил пистолет на стол. Безоружным я не могу разговаривать с вами конфиденциально. Диктуйте ваши условия. Ваши условия. Ваши условия.